Ну что, ребята, 19 августа. Проснулись мы. Будильник делал в 5 утра. Мы не могли встать. Сейчас 6:04. Только что встали. Затопил костер. Сейчас будем готовить завтрак. Позавтракаем. И я не знаю, что делать. Сразу поплывем или же есть недалеко озеро. Может, на озере покидаем спиннинг. Посмотрим, сейчас подумаем насчет этого. Погода вообще сейчас. Погода вон как. Облачно. Наверное, дожди начнутся. Начнутся дожди. А ночью дождя не было. Вчера еще перед тем, как ложиться, я здесь все скосил. Вот, как видите. Все скосил. Немножко надо еще граблями убрать. И так и оставлю. А осенью уже по-новому можно скосить. Посмотрим тоже, что, чем будем заниматься осенью. Это никто еще не знает. Я сам толком не знаю. А там возле бани еще ничего не трогал, не скосил ничего. Но это я так оставлю. В общем, просыпаемся мы сейчас. Позавтракаем. И сегодня будет целый день рыбалка. Рыбалка и ничего кроме рыбалки. У меня в планах ничего нету. Будем рыбачить. Айда была. До утра тоже в избушке она спала. А к утру, у тебя грязные лапы. А утро уже, не знаю, во сколько я просыпался. Она что-то начала по СБ ходить, и я выгнал ее. Вот так. Прохладно сейчас. Не знаю, сколько градусов. На улице прохладно. Вот так. Просыпаемся. Надо просыпаться. Ида. Сейчас молоко дам. Уйди. Постой. Нельзя. Да. Сейчас дам. Блять, там с дыркой, оказывается, посуда. Надо 2 тарелки тогда не привезти. Одну для Айды, а вторая будет для Тулана. Этот, оказывается, уже с дырочкой. Там дырочка на дне тарелки. Вот так. Такой завтрак у Айды. В принципе, ей надо худеть. Она сейчас вообще ожирела. Надо, чтобы, осенью будет много бегать там. Конечно, быстрее похудеет. Вот так, пусть завтракает. И сейчас, у нас уже чайник тоже вскипел. Сейчас будем чай пить. И надо уже думать, куда идти. Уже все готово. Идем на рыбалку. Перед тем, как выехать, все-таки решили на озеро сходить, Таежное. И по пути сейчас покажу. Вот здесь все уже заросло. Тут. Но вот тут была изба. Здесь шифера еще, остатки. Вот в каком состоянии первая изба. Вот хозяин. Здесь еще со старым хозяином мы ночевали. Пару лет, наверное, мы охотились с этой избы. А потом я построил новую. А эта изба, я крышу разбирал. Шифер, там доски еще пригодились. А сама изба вот так все сгнила за 10 или сколько лет ему уже. Стоит без крыши. Потихоньку гниет. Ведро еще тут. Это с трубы, наверное, на трубе вроде как было. Пошли, лакать ему нам. Только осторожно, гвозди могут быть. Под ноги смотри. Вот так.
такие делишки. Лестница старая. Ну да, было дело когда-то, но тут все заросло. Все заросло, блин. Так, тропинку бы найти какую-нибудь. Вот и озеро. Таежное озеро. Много озер, но даже если не знаешь, пройдешь, не заметишь эти озера. Так, осторожно, Денис, это саджиклак. Так, вроде не нас вугала, куда мы. Надо перейти на тот берег, потому что с этого берега вообще невозможно кидать спиннинг. Только если с другого берега. Кое-как переправились, перешли эту плохое место тоже, блин. Я там в болотных сапогах, а Денис там вообще в коротких сапогах, и глубоко оказалось там. Ну, тут кто-то тоже он лежал, видно. Так. Так. Немножко приходится попотеть, пока там доберешься до места рыбалки. Так. И тут уже кое-что проясняется. Вот. Так. Вот здесь можно уже сделать какой-нибудь заброс. Может получится. Если Сянька Германан. А где? А вон он. Красавчик. Вот и щучка. Да, давай, тащи. Тащи. Ну когда я помогу. О, есть контакт. Стандарт, как и вчерашний. Одного размера. Молодец. Так держать. Опять. Давай. Возле берега, самого берега, блин. Чуть успел включить камеру. Нормальный ход. Но это чуть-чуть меньше, он. Первый так покрупнее. Так. Там утка, ребята. Я и смотрю, что-то этот, как сказать, волны идут. Бач. Это побежала. Бач. Она толком еще не летает. Вон она. Вон она. Так. За этим березами почему-то одна утка только. Даже и стрелять не стал. Вообще не летает пока. Так. Ну на берег, наверное, поднялась утка. Айда, корч, сыны, корч. Ага, пусть растет. Не будем трогать. Мелкая еще совсем. Кряхквана. Озна либо вообще. Мы рыбачим, а она, блин, плавает. Лок, татче, лок. Айда. Лок где? Лок. А утка вон туда куда-то уплыла.
Почему один? Почему одна утка-то есть? Да, еще заброс сделаю и дальше пойдем. Вот здесь самое широкое место вот, на этом озере. И очень коряг много. Глубоко спускать, ну, даже не пытаемся. Ок есть. Я его видел. Внутри как-то скаятно. Есть контакт. Молодец. Стандарт. Как первый. Ну, это чуть-чуть крупнее даже. Ага. Ну да, чуть-чуть. На пару сантиметров. А, на один крючок. На этой кутле. Да. Вот такой мощный. Мощняк. Китайская блесна. Самая дешевая она. Последние метры остались. Где-то 20 метров, наверное, осталось. И озеро заканчивается. Еще пару забросов сделаем и пойдем обратно. Где-то уже час, наверное. Ну, общей сложностью больше часа рыбачим. Первоначально так пару щук удалось поймать, а потом резко все закончилось. Или щуки закончились, или вообще не берет. Не знаю. Может, столько рыбы и было, что было, попалось. Также в нескольких местах я кидал, но не получилось поймать ни одного. Не везет мне со спиннингом. И я уже это дело, конечно, можно сказать, на щуку забросил, со спиннингом рыбачить. Потому что я не знаю, почему не ловится. Сколько пытаюсь, и нифига. Ну-ка, сделаем. Нету и все. Короче, обратно пойдем. О, кого-то я видел. Вон. О, блин. Четыре раза подходил. Вот так. Мелькнул пару раз. 4 раза, наверное. Крутилась. Но не крупная. Не крупная, где-то сантиметра 30-35, наверное. Не больше. Но четко такие. Может, блесну надо поменять. Все. Че он оставил-то? Китайская же блесна. Это же не японская, ёпта. Все беру. Охотно, все щуки любят Китай. Нет, не подошел, все. Опыта не хватает нам у меня. Хоть видел, что подходил. Сейчас еще заброс сделаю, все, потом тебе, Денис, отдам удочку. Может, тебе удастся поймать. Ой, блядь.
Там мелко оказывается. Трава. Сейчас еще один назад. Никак успокоиться не могу. Блин, подходил и... Давай блесну поменяем, да. Попытайся, может, ты поймаешь. Или стать там в коротких сапогах тоже невозможно. Кругом бревна. Что ты будешь делать, да? Нет, оставил. Аппетита нету, видимо, не хочет брать. Так, ну, конечно. Вот такие дела. Поставим на осень. Осенью еще пробно сюда приду. Может, удастся поймать. Пусть подрастает. Ну вот, длиной вот где-то вот такой был. Самый раз вот для жарки. Мы не выпендриваемся, все берем. По пути попалась, поснимаю. Айда, фу, уйди. Поснимать вон гриб. Для соления это. Ну иди, айда, уйди. Как же он называется? Рыжиком мы называем. Рыжик или волнушка. Рыжиком он такой гриб. Первый гриб для соления 2018. Маленький, только вот начинает выходить. Такое место. Ельник, береза и первые грибы. И Айда тут мешает мне. Да? Айда, ты мешаешь мне? Мешаешь. Иди уток лови. Все, рыбалку закончили на озере. Идем напрямик по тайге обратно в избушку. Немножко удалось половить щук некрупных. Мы довольны этой рыбалкой. Сейчас уже дальше будем рыбачить на реке. Ну что, ребята, мы уже собрались. Все оставляем в чистоте, в порядке. Сейчас уже время 10 часов 25 минут. Вот это время летит. Быстро, незаметно. Ну, это. Так. Это надо отнести к лодке. Ну тут еще немножко я подобрал, в кучу собрал траву. А осенью уже полностью будем убирать. И по-новому еще здесь надо скосить второй раз. И тут еще куча. Ну вроде нормально все. Ну вот. Да, все. Спасибо этому дому. Пойдем к другому дому. У нас дорога длинная еще. Еще километров 10-15 будем рыбачить, а там уже, если клёва не будет, заведем мотор и дальше поплывем на моторке уже. Давно уже я не был здесь летом. Даже непривычно немножко. Вот следы. Тоже вон куда-то. Кто-то он здесь прошел. И я когда на охоту осенью приезжаю, всегда все желтое, а тут уже листва немножко падает там. А сейчас все зелено, как мы видим. Подсады эти, рябины. И ничего издалека не увидишь. Ну как. А осенью листья как выпадут. Много чего можно увидеть. Ну, подальше. Вот так вот. Приходится таскать вещи на себе. Изба в стороне, подальше от речки.
Вот так. Немножко уже осталось. Давай, иди. Вон. Надо было в воду отмечать уровень воды. Что-то не подумал. Пила на месте, сачок на месте. Все на месте. Ну вот. Все, сейчас поплывем. Поплывем сейчас. Вот так вот. Немножко дождик был. Так. Небольшой. Будем надеяться, что дождя не будет. Но пасмурная погода сегодня. Поглядим, что будет и как будет. Вот как зверь спустился вот тут. Видно. Следы медведя тоже. Вон он. А там изба наша. Вот здесь поворот, наверное, там на песке много тоже следов было. Кидаем спиннинг, пока нифига. Ни одного подхода. Тишина. Такой себе средненький размер лапы. Такое интересное место тоже. Вот тут глубокое место. Кидаем спиннинг и трава. И ни одного подхода. И вчера я забыл, что я включил камеру. Вчера, когда поднимались по речке мы на моторке, вот именно вот здесь вот, наверное, надеюсь, видно еще мои следы, глухариные следы. Здесь, короче, глухарь, оказывается, сидел. И он вылетел, и взлетел, и вон туда, где-то метров 100. Дальше пролетел, и там садился на земле, сидел. Вон мои следы, я тоже подходил, хотел подойти. Но глухарь еще, можно сказать, хвост у глухаря сам по себе где-то сантиметров 40. А вчера вылетел, вот такой. Видно, что перья меняет он. И эти, как его, хвост еще не полностью выросли, они маленькие, без хвоста. Но глухарь старый глухарь, не молодой. Молодые, вот сейчас, скажем, выводки еще цвета глухарики, кополухи, они коричневатые. Потом меняют перья на черные, но сейчас пока они, расцветка такая серая, коричневатая. А здесь вот вчерашний глухарь, он, конечно, был уже матерый, здесь, может, уже несколько лет он камушки тут собирает, не знаю. Всякое может быть. Завалы кругом, вот хорошая трава, вот смотрите. Такое место, вот прям должна быть рыба, но и вода прозрачная, вот когда по мелководью плывем, видно, что рыбы нету. Только мелочь, несколько штук так увидишь и все, проплывает. А чтобы вот крупная, скажем, хотя бы сантиметров 25, нету. И даже за блесной никто не гоняется. Второй номер блесна. И вчера тут тоже, когда я останавливался, тут тоже спиннинг кидали. Бесполезно. Бесполезно как-то. Пока не получается поймать кого-то. Кидается мелкий хариус на блесну. Вон опять. Попался. Нормальный, мелкий. Я думал мелочь. Нет, нормальный. Айда, энлок тут. Блин. Опять к нам плывет. Айда. Иногда бывает хариус поменьше попадается, но глотает тройник. И когда тройник вытаскиваешь, она, у него там получается такой шок, и рыба погибает, и не выживает, после этого приходится брать. Сейчас. Ладно. Этот-то хитрая, блин. Айда, ну-ка иди гуляй. Буду я еще тебя тоже возить. Вчерашний перекат
Здесь вчера пилили тоже, сверлили, пробивались. Сейчас вот стоим, кидаем. А, вон он, хариус. Ага, есть. Нормальный хариус. Вовремя включили. А ты сиди там. Нельзя, да. Вот такой хариус попался. Средних размеров.